приехал в отпуск, период отпуска месяц дали. Сейчас стараюсь за это время сделать свои дела. Ну, пройти медицинское обследование хочу. После тяжелой контузии потерял зрение на правый глаз. И вот хочу за период, пока нахожусь здесь, быстро восстановиться. И чтобы очередь ребятам не задерживать по отпуску. Ну и свои дела закончить. На гражданке в основном занимался спортом. Работал в больнице медбратом. Пришел добровольно в военкомат, получил повестку. Поехал в зону СВО. Попал сразу же по распределению в бригаду спецназа. На должность сразу же поставили медиком, то есть разведчик-санитар. И так я оказался там. Больше года, находясь на передке, я приехал даже, пока еще не понимал, что я сейчас буквально сутки назад находился в таком месте, где на улице еще плюс 15, зеленая трава. И вот на трапе самолета возле своего дома просто выхожу, везде снег кругом. Сам вообще не сознаю, что я еще в отпуске. Ну и до сих пор уже прошло время, как я приехал, еще до сих пор осознать не могу, что я в отпуске нахожусь. Ну, парни всегда со мной, они всегда хотят, чтобы я рядом был. Переживают, когда меня нет рядом. Говорят, лучше, чтобы медик был рядом и не пользоваться им, чем его не будет, и он понадобится. Непосредственно на самом передке задачи стоят, как и разведка стоит. Аббревиатура того, что разведчик-санитар, в первую очередь ты разведчик. Санитар — это твоя дополнительная функция. Так же, как разведчик, пулеметчик, разведчик-стрелок, разведчик-сапер. В первую очередь мы разведчики. То есть в тот же период я могу и оказаться и пулеметчиком. То есть в любой момент я могу оказаться, могу и снайпером оказаться. В основном, да, там раненых ребят с других подразделений, с других бригад вытаскивали из-под обстрелов. Вот крайние разы прям много ребят было. Это август, июль месяц. То есть каждую неделю мы вытаскивали минимум 10-15 человек. То есть раненые, погибшие. Сразу вытаскиваешь, оказываешь медицинскую помощь. Я уже передавал их дальше потом ребятам, которые на эвакуацию их уносили. Мне стоило только вынести человека, оказать ему первую помощь, чтобы он вообще не вытек. Передавал ребятам и бежал за другим уже парнем. Моя главная функция — сохранить их здоровье. Я делаю так, чтобы максимально продлить им жизнь. Дальше, когда их передают на эвакуацию, чтобы они пару часов, пока добираются до медицинских пунктов, в которых конкретно работают уже врачи по своим специальностям, и хирурги, и травматологи, то есть они уже там оказывают полную медицинскую помощь. От меня зависит то, чтобы сохранить ему вот в эти первые минуты, оказать ему медицинскую помощь, сохранить ему жизнь. С чем ты хочешь связать свою дальнейшую жизнь? Вообще, могут ли эти навыки, которые ты там приобрел, пригодиться на гражданке? Но желательно эти навыки не употреблять на гражданке. Тому, что он там научился, лучше не стоит здесь этого употреблять. Да не знаю, приеду, просто буду заниматься своими делами. В лес точно больше не поеду. Куда-нибудь спокойно, на рыбалку, не знаю, просто. Расскажи, пожалуйста, вот ты рассказал про спорт, вообще какими видами увлекаешься, что можешь рассказать про это? Ну, я занимался еще во времена, когда обучался. У нас был на первом этаже в казарме зал, я занимался там буквально 3 или на 4 секции ходил. Это самбо, дзюдо, боевое самбо было. Также вот с Вовой Укоевым познакомился, как сказать, совпали интересы в спорте. То есть занимались плотно, интенсивно, и с этого момента мы стали хорошо знакомы. Занимался также у Летавина в зале. Но много лет у него прозанимался. Когда я только приехал в зону СВО, он приехал к нам прямо в часть. И, встретил нас, говорит, вы, пацаны, красавчики, вот вы двое там, кто у нас занимались в зале. Я там не буду имена называть, кто со мной в тот момент был. И вот Укоев, Вова, он поддержал нас. Вячеслав обещал нам оказать помощь какую-то. Говорит, все, пацаны, будет, ждите. И вот уже 1,5 года почти ждем. Когда я встретил Вову, я даже не знал, что он там находится. Встретил Вову, друг друга увидели, вообще просто ошалели. И все, теперь стали постоянно на короткой ноге друг другу позвонить, братух, что надо, сейчас все сделаем. Я также получил ранение, от госпитализации я отказывался. И просто пацанам говорю, я лучше с вами буду, ранения не такие страшные, говорю. Вы, мне помогаете просто, все. То есть, ослеп на глаз, но
работать остался. И также вот Лукоев Вова мне постоянно помогает. То есть я мог позвонить в любой момент, он говорит: все, братан, 2-3 дня жди, сейчас все будет, я приеду. И постоянно он приезжает ко мне. Это сотрудник опорного пункта? Да, это сотрудник опорного пункта. Ну и по совместительству мой друг. Мать у меня в Батагае находится. Вот сейчас занимаюсь вопросами, там, съездить к ней в отпуск. Хотя бы на неделю приехать надо. 3 детей у меня, 3 дочки. Тоже, но сейчас так получилось, что одна в деревне у бабушки, вторая там в Питере у бабушки. То есть я тут только с младшей остался. Стараюсь много времени уделить детям. Все равно больше года меня не видели. И тяжело это так. Ну, долго без детей все равно как-то тоска на груди становится. Привет, здравствуйте. Смотри, кто тут. Кто это? Папа, что ли? Что первое скажешь, когда маму увидишь? А вот и я приехал. Она ждет, когда я приеду. Вы переписывались постоянно? Не постоянно, но периодически, да, переписываемся. Но тоже надо осознавать с той стороны, что это мать, и многого ты ей не расскажешь. Пока ты находишься там, надо всегда говорить, что все хорошо, все замечательно у нас, и чтобы меньше здесь переживаний было. Там, допустим, у меня товарищ, там, друг есть, с которым мы больше 10 лет дружим. В одной роте находимся. Вместе работаем, вот тоже по ранению я его привез и, так сказать, сдал в госпиталь, его отправили сюда. То есть на лечение получил тоже осколочные ранения. То есть вот он больше всех в подробностях знает там мою жизнь в течение этого года. Получение контузии, вот сказывается, что потеря зрения, оглох на ухо, ну и иногда в словах начинаешь там заикаться, либо притормаживаться на каких-то буквах. То есть из-за этого, ну, как узнала моя мать это, очень переживала, там сестры говорят, что типа мать там плачет постоянно, что я ей ничего не рассказываю. Но такое нельзя рассказывать родителям. Это тоже их нервы надо беречь. И так переживают, что мы там постоянно. Историй очень много. Просто есть истории, которые и рассказывать даже нельзя, но каждый момент там становится таким ярким, что ты можешь предыдущий вообще забыть. То есть каждый раз что-то новое появляется. Самое запоминающее — это вот, наверное, август месяц был, где-то 20 числа августа. Ребята с пехоты попали под обстрел на открытке, то есть на открытом участке попали под обстрел, 10 человек шло, 6 человек получило ранения, из них 3 тяжелых было, ну и 3, не могу сказать, что это легкие ранения, но средней тяжести ранения, ребята не могли идти. То есть находились они посреди пути на открытке. И вот я бегал, их доставал оттуда. Просто о себе ты в крайнем случае начинаешь думать. Ты понимаешь, что там слышно, что там кричат ребята, зовут, там по рации выходят на связь, просят помощи. И ты в крайних случаях уже только в самом конце ты начинаешь думать о себе. Ты думаешь в первую очередь, как помочь им. Там, какие бы они ни были, там, раненые, убитые, их надо забирать. Нельзя оставить. Это потом у тебя будет на совести. И приходилось, вот я бежал, забирал парней, просто на плечах своих выносил, бежал оттуда. И возле меня эта точка была сильно пристрелена, и прилетали и АГС снаряды, и польские минометы прилетали. Я не знаю, там, кто меня там оберегал в это время. Но в меня ни один осколок не залетел, но я бежал, и в 2-3 метрах взрывались снаряды. То есть всех ребят вынес, оказал помощь. Ребята благодарны. С Ярославля звонила, мать парня, который был очень тяжело ранен. Там, грубо говоря, у него все тело, это просто открытый перелом был. Все завязал его, все отверстия закрыл, остановил кровь и отправил его на эвакуацию. И вот ребята, друзья, которые были с ним рядом в тот момент, попросили мой номер телефона. И вот по WhatsApp они связались со мной, позвонили. И вот звонила его мать, бабушка там.
жена, дети, там, ну, все благодарили, это прям, это даже и медалей не стоит, это просто слова благодарности людей. По поводу слов благодарности, по поводу психологической поддержки, вы сталкиваетесь с такими очень серьезными испытаниями, и мы с тобой не раз там встречались. Вообще, вот, когда приходят письма, когда какие-то посылки получаете, насколько это важно? Нам передают посылки, получается, с письмами с детских домов, школьные учреждения. То есть, когда это читаешь, иногда дети подписывают. Желательно, чтобы они подписывали, откуда они, потому что мы можем их везде найти. Отправить им там видео, сообщения. То есть республика у нас хоть и большая, но в каждом районе есть свои люди, с которыми мы знакомы. И мы можем отправить видеообращение этому ребенку, который писал нам письма, слова благодарности, как они нас поддерживают. То есть это очень приятно читать, когда они нам отсылают. То есть те дети, кто подписывается, какой класс, школа. Были случаи, мы отправляли мягкие игрушки детям. То есть это Намский район был. Отправляли ребенку игрушку по почте, слова благодарности. И вот наш товарищ там приходил и видео снял, как ей вручили, письмо там, и видео показал, то, что мы ей записывали. То есть это очень приятно читать, когда отправляют дети. Если, не дай бог, да, произойдет что-то экстренное, и нужно будет как-то реагировать, что ты можешь посоветовать людям в такой ситуации? По гражданке там машина провалилась под лед, не дай бог, там что-то такое. Как говорил наш командир, он всегда это говорит. То есть если страшно, обстрелы, прилеты, надо двигаться. Поэтому остановишься, мерзнешь, двигайся. Жарко, тоже двигайся. Он постоянно говорит, все должно быть движение. Движение — это жизнь. Если ты замер где-то на месте, и у тебя вот, ты не знаешь, что дальше делать, считай, ты уже погиб. Поэтому нужно всегда двигаться. Также вот ушла машина под лед, надо максимально быстро выскакивать. У меня вот друг недавно погиб с супругой, они провалились под лед на машине. То есть я ехал сюда, думал, там встретимся. И вот они с Хандаги отправлялись сюда, в Якутск ехать. И получилось так, что провалились они под лед. Всегда учитесь. Всегда, вы никогда не знаете, что вам пригодится в жизни. Но это всегда когда-нибудь вам понадобится. То есть лучше вы будете это знать, и вам не пригодится, чем вам понадобится, а вы этого не знаете. То есть учение, только учение, это всегда помогает. Мы друг другу все помогаем в учении. То есть там, я, допустим, могу в должности пулеметчика спокойно сейчас участвовать. Попросил друга пулеметчика, он меня научил. Я научил медицине. То есть мы всегда меняемся опытом, помогаем друг другу. Поэтому всем советую, учитесь.